обобщенно смотреть, то это все, ну, как будто бы нормально. Все, они все хотят, чтобы все выглядело цивильно, красиво, в бутиках, так сказать. Молодой человек, можно вопрос? Так. А кто говорит, вы говорите они, а кто они? Ну, вы можете, да, не снимать? Я могу, я здесь- не могу не снимать, я здесь это самое, как бы здесь работаю, здесь у меня свои интересы, чтобы что-то не забыть, я это фиксирую. Меня зовут Валерий, вас как? Давайте Меня познакомимся. зовут Ильдар. Очень приятно. Да, Все, я- давайте сейчас под запись мы все вот это вот услышим. Нет, если То, вы что хотите, происходит, это должно быть фиксировано. так, Вы давай. говорите, они говорят, кто нам чего говорит. Так. Давайте начнем с этого. Кто говорит они? Если вы хотите все вот это под Да. запись, Я хочу, чтобы это чтобы сохранилось всё это, в памяти. да, фиксировалось. Да. Если вы хотите, Да. чтобы все это было под Да. запись и фиксировалось, тогда давайте мы планируем провести официальную встречу, Хорошо? и уже тогда будем все. Не, ну мы в любом месте можем это фиксировать. Любой как бы шаг он фиксируется. Вот, да, вот я правильно. говорю. Вот сейчас уже маленькое собрание. Правильно, Ильдар? Нет, сегодня я сюда пришел не проводить Не собрание, но разъяснение. не разъяснение. А что это? Я вчера Латифа апамызға, Так, я ей вчера пообещал, поскольку я человек новый, хорошо. который пришел на эту должность. Какая у вас должность? Я приехал- перебью вас. Я руководитель отдела предпринимательства и сельскохозяйства. Это Акимата. Да. Хорошо. городской акимат. Все очень приятно. Ваша И фамилия? мне также. Бахтыгали Ильдар Канатович. Очень хорошо. Да, енді сегодня я сюда пришел в целом увидеть картину, где вы как, что работаете. Как мы находимся? Да, чтобы как бы мы здесь вот это все проводим не для того, чтобы лишить вас каких-то рабочих мест или отобрать у вас хлеб, так сказать. Это все делается, чтобы гражданам и вам в том числе все это было, чтобы все было в комфорте. Тогда мы все вот это Ну, сейчас вы знаете, что прекращаем. комфортные условия по 4 миллиона продают? Вот. Вот 4 Мы не можем, мы катаемся такое условие. Вот нас получается сейчас всех ИПшников, которые вот годами мы платим все. Сейчас нас просто, вы хотите нас загнать в удобство. Да. Сейчас За просто-напросто наши деньги. нас аннулируют. И у кого есть деньги, те зайдут за 4 миллиона в удобство. А мы А останемся мы на улице. Мы простые ИПшники, которые 15-20 лет были. Нас куда? И плюс нам аренда будет не как сейчас мы платим, а еще намного больше. Нам и так мы кое-как вытягиваем. Как вы нас хотите все куда-то кредиты. загнать? Вы нас хотите выгнать? 150 Вы нас тысяч хотите 12 изжить. квадратных метров. Это первоначальное. На себе говорили 45, через 2 месяца 200 стало. Я ушла оттуда. Они всегда, когда говорят, заманивают 150 тысяч 12 квадратов. Мы что, в Париже? Мне осталось год до пенсии. Я все это построила. Я пойду на соцобеспечение. Я сяду на шею. Я не могу. У меня нет здоровья. Я не могу пойти на новую точку и год прозябать. Мне надо чеки пробивать, чтобы у меня пенсия была. Я просто на соцобеспечение пойду и все. Все пойдем. На шею государства садится. Пусть. Ильдара, можно вопрос? Смотрите, вот сейчас... Как-то одно с другом рынки закрыли, в 26 году начнутся налоговые проверки. Уже бизнеса нет, но проверки есть. С чего мы будем платить? Вот по-любому какие-то там у кого-то будут нюансы. Бизнеса нет, все. А нам вызывают, например, в Акимат. Я уже ИП закрыла, потому что меня решили место. А меня почему-то там вызвали в налоговую. У меня нет уже ИП. С чего я буду платить? Какая ответственность вообще? Тем У более, меня когда все, с меня одного забрали места на другое место, это очень тяжело. И вот это все, у нас по минималке мы, ну не по минималке, мы оплачиваем. И пенсионку мы все оплачиваем, это тоже немало, немало денег выходит. Плюс мы аренду, и вот мы живем на эти деньги, что мы зарабатываем. Если вы нас сейчас куда-то определите, вы нам рынок предоставите, мы останемся без средств существования. Ильдар, можно вопрос? Вот смотрите, вы представляете отдел предпринимательства Акимата. Вот смотрите, по установке, по Уральску. Я знаю, что как бы я давно в этой структуре работаю, рынке именно. У меня была точка там, сейчас я закрыл по своим причинам. У меня вот сейчас здесь на Колосе, на супруге зарегистрирована точка. Хорошо, но я знаю, что вот эта вот волна идет по всем рынкам. Алтын, Алма,
землячку закрыли, сейчас строят торговый дом. Вот ребята говорят, что там очень большой вход. Но это действительно как бы для многих неподъемные деньги. Шибер я не знаю, ну как бы тоже поговаривают, что закроют. Все остальные рынки, как бы, включая Мирлан. Мирлан вроде бы как продлили. Мы же слухами, земля слухами полнится. Мы не можем иметь полную и достоверную информацию. Мой вопрос в чем? Это по Уральску сейчас дано такое предписание закрывать рынки и всех загонять в торговые дома. Для того, чтобы люди работали в комфортных условиях. Вы говорите, мы хотим... Это по Казахстану. Это уже, оно существует, директива? Сам закон есть? Это по Казахстану. Нет, хорошо, закон есть? То есть не закон, а предписание, или как правильно? Нет, ну как вы не можете ответить? Вы знаете, что это существует. Существует ли приказ, другими словами? Насчет того, Да. вот, какой именно там нормативно-правовой акт, Да, я сейчас не знаете. могу вам- Но он должен быть. Ну, конечно, Как бы он так, есть, это же но не из он, пальца конечно, высосано, правда же? конечно, Не он- пальца? Он точно есть. А вы можете ответить на мой вопрос? Я сейчас запишу ваш номер. Да? Хорошо? Запишите Ната. мой номер. На, подержи. Сейчас я запишу ваш номер, и мы с вами свяжемся просто. Да, И я просто Здесь могу я- подойти в я- Акимат. Мы можем, вот инициативная группа, там двое-трое, мы же можем к вам прийти разговаривать? конечно, мы всегда открыты. Ну, да, хорошо. да. Вы же Давайте. открыты, вы для нас. Я сегодня с вами пришел здесь познакомиться, увидеть. Вот. Вы здесь пришли. Я здесь, чтобы вас услышать. Ребят, давайте вы номер мне на минутку скажете, а потом убежите. 8 776 Так. 947 47 47. 47, 47. Давайте. Вы открыты для как бы звонков? У меня этот номер не рабочий, у меня рабочий там. Ну, хорошо. Ильдар, как еще раз ваша фамилия? Да, Канатович. Канатович это отчество, а фамилия? Бахтыгалиев. Хорошо. Это ваш номер, да, вот только что? Да, это мой, не совсем рабочий, но рабочий. Меня Валерий Анатольевич. Бахтыгалиев. Макету все берут товар оттуда, да? У них вот так и вытяжки стоят, и кондер стоят. Можно же так сделать? Такой же асфальт, делаем капель. Можно же так сделать? А мне не будет строить, они сказали, отсюда и прям выход. Да? И в стране тут не так. Никакие власти, Он же не может оставить хозяин. Нет, нет. Да. Вот это сіздер ана әріптестеріңіз анда барды ғой? Они же ездят туда, да? И у вас если есть, можно фотографировать? Я попрошу. Да, вы попросите. Хорошо, попрошу. У него есть вот мусорок. Тоже Все вот это будем смотреть, показывать. Но тас деген имеется в виду капитальное строение. Самые дешевые цены у нас здесь по всему миру. Все Украине знают. Вот здесь магазин Август. Вот это я тоже сделал. Выжила до пенсии. Как я пойду? Куда пойду? Кто у меня будет покупать в чужом месте? Мне надо деньги. Обои почем у вас? Обои нормальная цена? Видео, счетчик. На 5 тысяч дешевле. Также любой контейнер у нас все. Я тоже вот тут сделал вот это. У нас чисто электрики приходят от них. Это все рынок вам предоставил? Нет, Имеется в виду, вы сами построили? да, мы все как положено. Мы чужого электрика не можем. Приходят именно специалисты и все проводят. Пожарной безопасности. Везде сип-кабели проведены. Такого нет, чтобы захотел там розетку вывел. Нет, только свой электрик и только как положено все у нас проводится. Колено стоит, счетчик. Нина, а я начало пропустил. Получается, вот это все под взнос и строят здание, или как? Мы же собирали подписи, потому что Да. говорят, что это... Мы И по этим подписям вот человек пришел. Чтоб продлили, да, Посмотреть на 3 года. Да. на 3 года. Потому что нам предоставляют в 28 году только, чтобы хотя бы на 3 года нас продлили. Потому что Мирлан продлили на 3 года. Точно это. Да, точно. Всё, я пошла, у меня... То есть это вот по вот этому обращению в Акимат сейчас Они вот этот пришли, человек пришел Да. с отдела предпринимательства. Потом надо будет, если надо, мы к ним сходим.
к нему соберем 5 человек, хорошо? Да, конечно. Меня держите в курсе. Сходим обязательно, если надо. Подписано надо будет туда, соберем. Да, если что, просто в акимат, наверное, надо будет сходить. Ну, в принципе, это... Ну, просто, короче, чтобы продлевали еще, да? Ну, по-любому, да, но это... Видишь, как благие намерения, что называется, дорога. Мы хотим, чтобы вы работали в комфортных условиях. Но... Все чистенько, опрятненько. У нас, ну, мы не как это, у вас такое впечатление, может, как будто мы как на диком рынке наставили столы, накидали одежду. Нет, мы стоим в бутиках, закрыты, все как положено, понимаете? У нас здесь также есть свет, также счетчик, мы все это оплачиваем. Мы здесь убираемся. И мы вообще попросили продлить строительство рынка с тем условием, потому что наш хозяин, у него нет возможности нам здесь что-то построить. Хозяин, это У него сейчас нет, он там болеет и все прочее. Он сказал только, что могу вам предоставить в 2028 году. А до 2028 нам вот эти 2-3 года что нам делать? Поэтому мы попросили, чтобы продлили. Да, правильно. Чтобы, пусть там в 27-м они хотели часть закрыть, у них нет средств. Часть закрыть, построить торговый дом, мы туда перейдем и потом уже как-то это. Понимаете? Хотя Вот бы для 2 этого года у нас держаться бы. Да, Пока вот они 2-3 начнут, года. у них там У всех бывает. есть наработанные свои клиенты. Там куда-то они не поедут, они с комфортом едут, у них здесь автобусы, здесь у них все. Там Все здесь, наши клиенты сюда да, только сюда приходят. Дальше они не поедут, и мы останемся без зарплаты. Как вы говорите, без работы. 4 миллиона вход и 150 тысяч квадратных метров. Это Ведь каждый контейнер закрывается. Земляч? 4 миллиона вход. Ну, там, типа, это... Сколько? 20 квадратов, грубо говоря, 40 тысяч, допустим, там, или 80 тысяч за квадратный метр. Вот умножай на 20 квадратов, там сколько получается. Ты должен отдать потом еще. Я не знаю, откуда эти Я цифры. говорил ранее, Да. я здесь просто, чтобы сегодня с вами познакомиться, услышать вас, посмотреть, где вы как работаете. Я планирую пройтись по всем рынкам вот так же. И дальше уже будем вас собирать. вот Астана. Вопрос можно? Астана. Вот мы вам... Нормально? Хуже, чем даже 1000 мелочей было. А вот Астана, никто из трубки не собирается. Я специально... А отвалим на рынок. Это Шанхай. Шанхай. Ну, Вот мы написали вам заявление, попросили продлить. Нет, это рассказ. Да, это... Но они у вас будут спрашивать, нам еще дальше куда-то подавать. Нет, это все будет, ну, я сейчас точно не могу вам ответить, но я думаю, что это все будет проводиться в целом по Казахстану будет единая позиция. И уже дальше от этого отталкиваясь, то есть не будет, я думаю, что не будет такого, что один рынок закроют, один оставят, один продлят. Ну вот, например, единая позиция. Мирлан уже говорят, что 20. Ну, говорят, да. говорят. Я... Просто мы чего боимся, что нас будет ноябрь месяц и скажут, уходите, а что нам Нет, делать? вот я здесь из-за этого, поэтому мы будем все, что вот это будет проводиться, заранее будем оповещать, что как, какое решение будет принято. Все, в принципе. А решение зависит тоже не от вас. Нет, решение это зависит не от вас. надо... Это вам надо чуть-чуть, это вам надо подождать чуть-чуть. Подождать? Да, я же здесь, я с вами переговорил, все, в принципе, в общем смысле услышал, и мы уже скажем вашему законному представителю. Нам скажите, когда будет примерно, хотя бы скажете, через неделю, через 20 месяц. Я думаю, сегодня у нас какое? 24-е, 25-е. Ну, я думаю,
если получится, до конца месяца, да, Вы уже дадите ответ. я думаю, да. Всё, спасибо Не обещаю, но я постараюсь. Мне в садик, у меня Потому сейчас... что мне надо по всем надо у пройти. меня самые дешевые обои по городу. Спасибо. Здесь овощи у них самые дешевые. Всем до свидания. Все дешевое. Это же Есть социально. такие, кто здесь овощи продает? Он только что ушел от Даже Все, ладно, сейчас приходили, он сам сказал, что здесь самые дешевые цены. Почему у вас там картошка? Почему у вас там картошка? Не помните? Картошка. Мы ему доверяем, это все равно не делаем. Самый дешевый товар, да, всегда. Дядь Валер, до свидания. Да, хорошо. Все показали здесь, объяснили, какая у вас ситуация. И А то, походу, мы никому не нужны. Ешкім дедім айтпай, қаңғып кетсең, қаңғып кет. Бомжовать кетеміз. Хотя бы на крайняк нам вот эти, да, закрыть и вот эти мощные кондеры поставить, да и все. кажется, я, честно сказать, даже еще с администрацией рынка не знаком и не виделся. Я пришел сначала поговорить с вами. Да. И да, теперь я буду разговаривать и с администрацией рынка, у них какая позиция, как вы сказали же, акцентуально, башысымен де в целом мекемен. И дальше уже будем смотреть, работать. Мы же не лучше остальные Алматы живем. Вот тоже нам так перекрыть бы здесь, да, и спокойно стоять. Даже если они говорят, канализация в Алмате то же самое, там, наверное, 2-3 канализации друг на дружку. Ценных. Опять же, вот, на видео. Вы стесняетесь видео? Вы стесняетесь видео? Вам не надо стесняться, вы человек публичный, у вас рост в Акимате еще только начался, скажем так, поэтому вам не надо этого стесняться. Вот сейчас у каждого человека, вот сейчас у каждого человека в кармане телефон, просто не каждый умеет им пользоваться. И все сейчас, что записывается, это как бы в наших, в первую очередь, интересах. Каждое слово – это не воробей, но когда оно не записано, оно воробей. А вот сейчас вы говорите, мы говорим, и все это записывается. И вам надо привыкнуть к публичности. Я здесь, опять же, пришел вас услышать, посмотреть вашу ситуацию, что, как. И теперь уже дальше будем как бы смотреть, думать, что и как. У нас... Опять же, здесь я и не обещаю, что... Нет, чтобы не было такого, никаких да? обещаний нет. Никаких Оно просто по обещаний, факту то, что вот сегодня происходило, я немножко припоздал, но то, что вот я застал, я просто записал. И это осталось в истории. Все хорошо. Хорошо? Рахмет, барлықтарыңызға. Картошка қаншадан сатасыз? Средний баға 150 ғой. Бүгін көтеріліп кеше 150 қойып. Кеше 150 десек. Бірақ 20 тен қойып отырмыз. Егер одан да қымбат сату керек. Күйәрін ұстайды не себеп бірақ бүгін қойып. Картошка қайдан аласың? Иә, ақтөбеден, иә. Бұлар. Олардан қаншадан аласың? Қайталаумен көрсетіп ғой дейсіз. Иә, мен Немножко халықты ойлау керек қой. Эти же недры наши имеют свойство заканчиваться, и все равно государство будет выживать только за счет налогоплательщиков. К этому же все идет. Надо же немножко считаться с людьми, где делим вообще налогоплательщиков. Предоставили, вы не читали в Ютубе? Я честно, да. Да, вы зайдите, пожалуйста. Как будто нам уже предоставили место, и как бы геолокацию мы уже здесь. Я, допустим, видел, Оскар снимал «1000 мелочей», когда закрывали АЯС. Там вот так же разговаривали, я не знаю, кто был на встрече с Оскаром, но, наверное, просто торгующие рассказывали Оскару, нашему блогеру, который, как бы, это самое, достаточно знаменит, и все знают, кто такой Шайгумаров, да, если я неправильно, вы не знаете, да, ну хорошо. Там была съемка, также просили они это самое, вот это видео опубликовать, разместить на ресурсах, там, доступных на Ютубе, еще там, не знаю где, в Инстаграме, в ТикТоке. Сейчас мы смотрим, что с Аязом. Аяз, вот этот рынок Аяз, который 1000 мелочей, и землячка, он там вот граничит, что называется. 1000 мелочей еще работает немножко, ну там до конца месяца, года им, наверное, дали пока работать, ну вдоль дороги, который рынок. А Аяз, он примыкал к землячке. Вот это видео размещено в интернете, вы можете его найти легко, по сути дела. Сейчас где Аяз? Аяз, вот эта валяльная фабрика, им там вроде бы выделили места, построили вот такие вот модули, все, ну кто туда пойдет?
Там нету. Я проезжаю, а это вот по Елизаровской улице, сразу после завода, где валенки делают. Мгм. Кто там? Там нету никого. Вот люди правильно говорят, у каждого из нас кредиты. То есть там сверху хотят нам создать комфортные условия за наш счет, по сути дела. То есть никто не говорит, что государство построит и вам выделит места, вы будете просто платить аренду. Вход... Да, нет, там не 50 на 50. Мы хотим вам создать комфортные условия за ваш счет. На самом деле у нас кредит, у нас дети учатся в школе и так далее, и так далее. Ну, у каждого свое, выше крыши, что называется. Сейчас нас хотят лишить этих мест, предоставить где-то, а может быть и не предоставить. Ну, не знаю, как это все решается. Не предоставляется. Мы остаемся без работы. Ну, в таком случае, я не знаю, нам получается, надо идти к акимату вот так с флагами и говорить, мы остались без хлеба. Решайте. А только так. По сути дела, ну а как, вот сейчас мы с вами вот разговариваем, да, я вот этот разговор записываю, я вам просто вот чаяние народа своими словами донес, да. Мы с вами обменялись номерами, да, тот номер у меня тоже рабочий, по сути дела, я потом перепишу и вот с этого номера вам, что называется, позвоню. Давайте посмотрим именно директиву саму, откуда взялась эта вот установка, именно приказ или как это называется, и отсюда уже будем отталкиваться. Там, по сути дела, у каждого из нас есть юристы, у акимата свои, у нас есть свои юристы. Мы посмотрим это все, можно ли нас сохранить. Просто нам надо такая установка, чтобы была у отдела предпринимательства, чтобы нас оставить хотя бы до 28 года, вот как люди просят. Давайте на этом остановимся. А то, что вы пришли с нами познакомиться, оно рахмет. Все. Давайте.